Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» в студии Мавлюда Бубушеева. Мы начинаем наш выпуск с главных новостей этого дня. Ежегодно с началом зимних и летних каникул учащихся общеобразовательных учреждений Главным управлением образования города Душанбе совместно с отделами образования районов столицы проводятся консультации с целью совершенствования знаний и профессиональных навыков педагогов. Наш репортаж о ходе январской консультации в районе Исмаиль-Самани столицы. Из года в год в школах и детских садах района Исмаиль-Самани города Душанбе последовательно улучшаются условия обучения и воспитания. Для получения учащимися качественного образования и охвата детей обучением и воспитанием работа организована на должном уровне. Отрадно отметить, что последние годы по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в районе были построены учреждения нового типа и введены в эксплуатацию для обучения подрастающего поколения, и данный процесс продолжается ускоренными темпами. Январское совещание работников сферы образования района Исмаиль-Самани состоялось в общеобразовательном учреждении номер 53. В нем приняли участие с целью повышения мотивации и поддержки педагогов района ряд учителей общеобразовательных учреждений. Следует отметить, что в 2025-2026 учебном году сфера образования в районе Исмаиль-Самани получила дальнейшее развитие, а уровень знаний учащихся значительно повысился. В другой части мероприятия ответственные лица и руководители образовательных учреждений отметили достижения отрасли в 2025-2026 учебном году, подчеркнув, что вызывает гордость и удовлетворение активное участие учащихся образовательных учреждений района в городских олимпиадах. Как было отмечено, в целях повышения профессионального мастерства, уровня теоретических и практических знаний, а также профессионального развития работников сферы образования района Исмаиль-Самани и эффективной реализации поручений и указаний было проведено очередное совещание. В ходе мероприятия опытные педагоги, представители участникам тематические выступления, а доклады были организованы с использованием современных технологий. В работе совещания также приняли участие молодые специалисты, которые в дальнейшем будут применять полученный опыт в своей педагогической деятельности. Сфера ремесленничества в Республике Таджикистан находится под особым вниманием лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и из года в год последовательно развивается. Соответствующим решением руководства правительства Республики Таджикистан в целях развития народных ремесел была утверждена программа развития ремесленничества в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы, в рамках которой, согласно плану мероприятия, был выполнен значительный объем работ. Репортаж об этом. В соответствии с постановлением правительства Республики Таджикистан в 2020 году в целях возрождения и развития национальных и современных ремесел, сохранения национального культурного наследия, исторических традиций ремесленного обучения народа, всестороннего привлечения и стимулирования населения к производству изделий народных промыслов, формирования и поддержки ремесленной деятельности как средство расширения продуктивной занятости, особенно для уязвимых слоев населения, было принято и введена в действие программа развития ремесленничества в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы. В рамках данной программы при государственных образовательных учреждениях образования взрослых, начального и среднего профессионального образования были созданы центры национальных и современных ремесел. В целях стимулирования ремесленников и развития ремесленничества, продажа, выполнения работ и оказания услуг по более чем 100 видам деятельности индивидуальных предпринимателей по производству товаров народного потребления на дому были освобождены от уплаты всех налогов. В этой связи в целях дальнейшей поддержки сферы ремесленничества было принято постановление правительства Республики Таджикистан о грантах президента Республики Таджикистан для поддержки ремесленников и развития ремесленничества на 2024-2026 годы. Выделение грантов президента Республики Таджикистан направлено на практическую реализацию созидательной политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по возрождению, сохранению и развитию сферы ремесленничества и стимулированию ремесленников, и в преддверии 35-летия государственной независимости является достойным и значимым подарком для мастеров. В учебном центре Пойтахт пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к началу первого учебного года 2026. В
конференции принял участие командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, который ознакомился с достигнутыми результатами и возможностями подразделения. По итогам мероприятия подготовлен репортаж нашими коллегами. Ежегодно январь в пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан начинается с первого учебного дня. С этого момента во всех частях и подразделениях пограничных войск стартует новый учебный период для военнослужащих и офицерского состава. Торжественное открытие дня учебы состоялось в учебном центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие командование, личный состав и курсанты, которые выстроились на центральной площади воинской части. В ходе открытия было отмечено, что первый учебный день в центре проводится дважды в год. Каждый курс обучения длится 5 месяцев. За этот период военнослужащие и офицеры осваивают современные образцы военной техники и получают практические навыки, необходимые для дальнейшей службы в подразделениях пограничных войск. Далее на территории учебного центра специалисты продемонстрировали тактические элементы пограничного контроля с использованием служебных собак для задержания лиц, незаконно пересекающих государственную границу. Было подчеркнуто, что в годы государственной независимости кинологическая служба получила всестороннее развитие в составе пограничных войск. Одновременно с этим были задействованы малые беспилотные летательные аппараты и комплексы разведывательных дронов, предназначенные для обнаружения и предотвращения возможных воздушных угроз. После показательных выступлений состоялся военный парад личного состава. Официальные лица сообщили, что по завершении 5-месячной подготовки военнослужащие пройдут аттестацию, после чего будут направлены к месту службы в соответствии со своей специализацией. Основной задачей учебного центра является подготовка новобранцев к военной службе, а также обучение стрелков, младших военных специалистов, командиров подразделений, кинологов, связистов, водителей, снайперов, саперов, медицинских инструкторов, зенатчиков, электриков, прапорщиков, сотрудников органов пограничного контроля и начальников пограничных постов. С целью повышения профессионального уровня различных категорий военнослужащих в центре ежегодно проводятся учебно-методические сборы. Отмечается, что около 70% учебного процесса составляют практические занятия, что способствует всесторонней и качественной подготовке личного состава. В завершение мероприятия участники ознакомились с выставкой, подготовленной каждым учебным пунктом и организованной на территории центра. В настоящее время в учебном центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан функционирует 14 учебных пунктов. По распоряжению исполнительного органа государственной власти города Душанбе в преддверии Нового года возле мемориального комплекса «Истеклол» на одноименной площади была установлена главная городская елка. Этот объект стал традиционным местом отдыха горожан и туристов в праздничные дни. Городские власти отмечают, что мероприятие прошло при активном участии населения и представителей общественности, создав атмосферу праздника и веселья. Мои коллеги побывали на площади «Истеклол» и смогли насладиться красотой главной столичной новогодней ели. Прошедший год ознаменовался для Таджикистана выдающимися достижениями. Страна заняла почетное 2-е место в рейтинге самых безопасных государств планеты, составленном Американским исследовательским институтом Гэллопа в рамках отчета Global Security Report. Исследование охватывало 142 государства, и по итогам опроса выяснилось, что подавляющее большинство местных жителей, а это 95%, уверенно заявляют о своем ощущении абсолютной защищенности даже во время поздних вечерних прогулок. Особенно примечателен тот факт, что столица Республики Таджикистан, город Душанбе, получила признание как один из наиболее безопасных туристических центров региона. Столица славится своей доброжелательной атмосферой, позволяющей гостям и местным жителям насладиться вечерним отдыхом и прогулками по живописным парковым зонам. Традиционно площадь Истеклол превращается в одну из центральных точек притяжения для жителей и гостей столицы. В течение праздников там проходят развлекательные мероприятия, концерты, ярмарки, привлекающие тысячи людей. И этот год не стал исключением. И по масштабной инициативе городской администрации площадь была празднично оформлена к Новому году. Расскажи, Снегурочка, где была? Ха-ха-ха, расскажи-ка, милая, как дела? Ха-ха-ха,
За тобой бегала Дед Мороз, пролила немало горьких слез. А ну-ка давай, присядь в воде. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Центральным элементом композиции стала роскошная новогодняя елка высотой 30 метров и диаметром у основания около 16 метров, увенчанная великолепными гирляндами, декоративными украшениями, которые создают атмосферу волшебства и торжества. Помимо яркой зеленой красавицы, пространство перед площадью украсили разнообразные декорации, включающие символичные новогодние ворота, тематические светящиеся фигуры, арт-объекты, в том числе снеговики, яркие арки, инсталляции в форме сказочных персонажей, таких как смешариков, три кота, фонари и огромные буквы с надписью 2026. Таким образом, столица Таджикистана продемонстрировала не только высокий уровень общественной безопасности, но и умение создавать уникальную атмосферу радости и счастья для каждого своего жителя и туриста, сделав новогодние праздники поистине запоминающимися и полными положительных эмоций. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Всем желаю хорошего вечера. Всего доброго.